12 октября, ребят. Все, уже ни одного листочка практически. Осень идет быстрым ходом, скоро зима, ребят. Ну, я до сих пор бодаюсь по налиму. Раскидался с работы, сейчас быстро-быстро, ну и сразу на реку, ребят. 12 часов дня, есть 5 часов времени светлового дня, чтобы порыбачить, ребят. Ну и сегодня буду добывать живца. Первый раз ходил, посмотрел, прикинул, что к чему, и в принципе можно ловить. Ну и вот сегодня я все подытожил, ребят, и идем. Заскочил на малую реку. Вот в таком состоянии она. Небольшой ветерок. Ну вот здесь такой прогал, ветра нету, ребят. Взял небольшую сеточку. Все писали, найди, Андрюха, 15 ищу, 18 ищу, ребят, не нашел я такую маленькую. Нашел там 22, наверное, какая-то там вся дырявая сетка. Ну, сейчас найдем местечко, где поставить сеточку, а потом уже будем рыбачить на фидер, ловить ершей, ну, что попадется, короче. Так что давайте со мной, ребят, 5 часов у нас есть, погнали. Я вот сидел вот здесь, вот на этой яме. Здесь есть небольшая ямка. Ну, здесь мы, в принципе, нашли рыбку. И вот сейчас найдем местечко, какую-нибудь заводь, где можно поставить сеточку. Сейчас прокатимся, посмотрим, что-нибудь найдем, ну и быстренько поставим. Вот здесь, наверное, будет много окуня. Нам бы, конечно, окуня нежелательно. Нам что-то такое проточное, более для плотвы, для ельца. Посмотрим. Нашел, ребят, вот такое место. Здесь река сужается, остров, пересохло все. И вот здесь такая заводь. Но здесь глубоко, я знаю, что глубоко. Не знаю, посмотрим, попробуем здесь поставить. В принципе, есть кусты, можно к кустам привязаться и протащить. Здесь, ребята, поставим. Воткнем вот так палку. И сейчас приготовим сеточку. Так, сеточка у меня здесь в мешочке. Чисто ради живца, ребят, если наловить побольше, то побольше можно продольников поставить. Такая сеточка. Вот здесь, ребят, видите, какая ячейка. 22-я, наверное. Не крупная. Сетка старая. Какого года, хрен поймешь. Нашел. Можно сейчас установить. Опа. Хорошо ветром тащит. Прям замечательно. Сейчас быстро прям ее установим. Сетка старинная, валялась. Вот сейчас мы ее поставим. Опачки. Прибыла в Одессу банда из Ростова. Блин, вода вообще упала, конечно. Страшное дело, блин. Клапан закроем, чтобы бензин не уветрился. Все. Погнали. Ну вот, ребят, я дошел до того же места, где вот я тут раз сидел. Сегодня я удочку не брал. Я взял фидер и спиннинг. Ну, из него тоже сделал закидушку. Потому что, как правило, вот поклевки были вот подальше. И удочку я не стал брать. Вот, сейчас установим две рогатульки. Соберем фидер. Соберем спиннинг. Ну, второго фидера у меня нету. Кончик тоненький.
маленькое грузило поставим. Просто будет как закидушка. И будет отлично. Попробуем нарыбалить что-нибудь. Погодка что-то у нас распогаживается. Но к выходным, ребят, уже снежочек. Уже у нас будет снег. И спиннинг. Сейчас тут, правда, поводок у меня стоит. Поводок уберем. И будем рыбачить. Так, взял ведерко. Но это под живца. Это взял под живца. Вместо, ребят, кормушек буду использовать вот такие грузила. 40 грамм под закидушки. Можно было, конечно, кормушечки, но, блин, прикормочки нету. Опять же, так спонтанно собрался. Все то же самое поставим. Противозакручиватели. Поставим поводок 0,14 потоньше. Крючочки вот такие. И все будет огонь. Все, первое готово. Сейчас единственное то, что вот вместо кормушки ставим грузило на вертлюге. Все. И вот такая доночка. Первая есть. Сейчас то же самое ставим на вторую. Так. Все, ребят, нехитрым движением. Вторая закидушка готова. Отлично. Так. Термосок сразу, ребят. Взял я наконец-то садочек. Все, теперь есть в арсенале, ребят, садок. Можно кукан положить в сторону. То пишут: Андрюха, почему кукан? Да вот, ребят, не было вопроса. Наконец-то взял. И живца, если попадется, то оставим в садке на ночь. Так, здесь у меня куча всего разного. Печурку брал сегодня с собой. Вот так, если что, обед приготовить, чтобы костер не разводить. Быстро-быстро здесь. Немножко червячков. А париков нету. Да и на червя-то получше было дело. В прошлый раз практика показала. В прошлый раз были на разведке. Ну вот, красненький червячок, ребят. Насаживаем. Крючок с длинным цевьем. И вот как раз такие можно червячки насаживать. Все. Первую отправляем. Трава, конечно, здесь мешает немножко. Ветки. Так, ну что, ребят, давайте первую. Вот так, таким образом закидывал. Вот там ямка. Блин, солнце как раз в ту сторону. Чуть-чуть не видать. Да и вам поклевку видно не будет. Но она, наверное, зайдет сейчас, тучкой уйдет. Вот, и сейчас вторую. Ее чуть-чуть сюда ближе поставим. Так, ну ладно, что, установил. Перезабросил сейчас, ребят. Эту чуть туда закинул. Эту чуть подальше в яму. Тот раз, когда я приезжал, тоже днем особо не клювало. Потом только вечером начались поклевки. Вечером только начали разлавливаться. Можно чайку попить, ребят. Чаек-то у меня сегодня, ох, какой, на травах. Огонь. Чувствуете, ребят, как пахнет? Отлично. Ох, все равно кайфово, ребят, на берегу. Без разницы, чем ты занимаешься. Рыбачишь ты или просто сидишь.
четко. Ну, давайте, ребят, за природу тогда. Ой, чаек-то просто песня на травах. Поклевка, ребят. Кидал туда, тишина. Туда кидал, дальше тишина. Вот сюда поближе кинул, в ту сторону. Вот что-то на спиннинг так получается у нас поклевка. Прикармливать, конечно, тоже надо. Но, в принципе, ершу-то все равно. Пора, что-то дернуло и все. Что-то вроде рыбка, ребят, есть. Ну. Сходу, блин. Кунявик. Сходу окунь хапнул. Я думаю, что такое? Бац-бац. Перекинул сразу поклевки, блин. Заглотил, правда, зараза. Не знаю, выживет. Не выживет. Так. Сейчас бы тут, конечно, еще набрать воды. Так. Первый кушок у нас. Так. На это тоже, ребят, клюнул кто-то. О. Не знаю. Кто-то есть. Вот он. Друг наш сердечный. Фига, я его как-то еще туда, блин. В жабры, блин. Аккуратно. Давай. Нормально. Сейчас что-нибудь наковыряем. Так, кто-то здесь есть. Ну какой конь, ребят, смотрите. Блин, в заглоте опять. Чего так быстро-то глотают они, а? Экстрактор надо было там. Писали. О, здесь что творит. Крючки острые. Тонкие. Ребят, здесь я его не спасу. Сильно заглотил. Налимом только. На съедуху. А здесь что у нас? Тоже кто-то есть вроде. Тоже кабан, блин. Тоже заглот, блин. Опа. Здесь вроде нормал. Здесь вроде отойдешь. Еще, ребят, такой выделывается. Подавайте ему свежего, блин. Не берет он нагрызанного. Но здесь еще окунь есть. Может, чисто ради эксперимента попробовать крупного червя насадить целого. Я думаю, окунь соблазнится. Ну, я имею в виду, какой размер окуня будет. Целого пока не насаживаю. Пока кусочки, потому что окунь на живца, ну, плоховат. Плоховат. Работаем. Сегодня немного плоховато, ребят. Ветер, блин. Ветерок задувает. Качает тоже сильно. В тот раз сидел, вообще штиль был. Ну, может, к вечеру успокоится. Хорошо будет. Но не особо клюет. Перекидываю, куда-то попадаю, сразу поклевка. Закину, стоит тишина. Перемотаю, все, червь хороший. Опять куда-то закину в другое место. Там сразу поклевка. Короче, рыба как-то ходит. Ну, не скопилась в яме. Надо, короче, там ее где-то достать, там достать. Ну, разберемся, я думаю, со временем.
Мотор идет. Так, поклевочка. Сдалека, с центра. В центр ямы кинул. Что-то вообще слабенько сегодня берет. Может, раскольется, конечно. Есть ёршик. Так, поклевочка. Только хотел эту проверить. Смотрю, затряслась. Вообще, ребят, неактивный что-то ёрш. Не знаю, как быть, где его искать. Ну, вот так. Нет, поклевывает, конечно. Заводюки. Не сказал бы, что активно. Может, надо вечера ждать. Посмотрим. Посмотрим. Ладно, сейчас заменю все. Новенькое. Где-то вот с центра там поклевки вот идут. Сейчас попробуем вот с оттуда вообще достать. Ох, хорошечно. Ямка такая прям шикарная. Эту поклевку я не слышал, когда он успел. Когда-то успел. Опа. Проверим, наверное. Заглотил, наверное, уже. Зараза. Да. Хороший ёрш и в заглоте уже. А поклевку еле-еле видно было. Может, груз тяжелый. Из-за этого. Или что? 40 грамм. Поменьше, что ли, груз нужен. Что-то там дымнуло и все. Что такое, ребят? Что-то прям тяжелое. Это акушарик в заглоте. Это с той стороны, ребят, бахнуло. Окунявик. Опа. Так, поклевочка опять. Ух ты, фига себе. Опять окунек, блин. Окунь, говорю, жирует, походу. Страшное дело, блин. Мелкий. Окуня прям много попадается. Но он и плюхает его, он очень много показывает. Он. Ладно, сейчас червячка новенького насадим. Ну что, ребят, часика полтора прошло, наверное. У меня, наверное, штук 5 ершей и 3 окуня. Ну, вот они красавцы. Сходим, наверное, сеточку проверим, ребят, посмотрим. Есть вообще толк, там нет в этой заводе. Ну и перекинем, прочистим, может, грязи много. Сходим, посмотрим. Так. Он четко подъехал.
Четко подъехал. Четко. Не знаю, есть что в заводе, нет здесь. Что-то возле берега вон тишина. Мелочь не ходит. Глубоко здесь из-за этого, может. Не нравится что-то здесь. Рыбки. Нет никого. Вроде должна рыба в яму идти. Пустая сеть, ребят, смотрите. Охренеть. Ну, что-то я не так сделал. Или что-то еще. Но факт есть факт. Факт налицо. Вообще никого не видать. Здесь яма. Ни одной, ребят. Ни одной. Эх. Печалька. Что делать будем? Переставим или что, пока время есть? Чуть не нравится мне. Поставим в новом месте, ребят. Что делать? Ничего страшного. Будем искать. Да, не знаю, посмотрим. Да хотя бы штук десяток плотвичек залетело, было бы шикарно вообще. Ладно, едем дальше. Так, ребят, бывает. Даже бывает и на сети нифига. Иной раз. Что тут без нашего ведома? Кто-то гулял, кто-то ходил. Так, здесь ёрш, ребята, сидит. На заглоте, походу. Это какой ёрш-то, блин, а? Здоровющий. Вот таких ершей бы подловить было бы ништяк. А как сейчас мне его достанем? Вот это вопрос. Не знаю, выживет, не выживет. Глотают, конечно, они, блин. Мама, а это что у нас? И на эту тоже. Клюют, короче, ерши, ребят. Надо просто ловить. Правда, тоже в заглоте. Но тут вроде не сильно. Так, поставим жирного червячка. Толстого. И что-нибудь покушаем. Поклевочка. Ну давай. Угу. Есть. Есть контакт. Вот, сейчас тут ударил. Сейчас тут ударил. Опачки. Мелкие ерши, конечно, клюют. Чуть покрупнее бы было. Было бы отлично. Было бы прям шикарно. О, какой, ребята. А клювал-то вообще еле-еле.
Вот он, монстрик. Такого даже, ребят, в Инстаграм не жалко. Ссылочки, ребят, оставляю на соцсети. Телефон сел. В описании Инстаграм, ребят, ВК. Ну, если какие-то вопросы, может, что-то. Или что-то еще. Всегда там сижу, ребят, отвечаю на вопросики. Общаюсь с людьми. Да и много личного выпускаю, что происходит вообще в целом. Как живем, чем дышим и так далее. Так что залетайте, ребятки. Ну прикольно так тоже. Надо в следующий раз дочку взять. Пускай рыбалит сопливых. Вон ей спиннинг дать и пускай рыбачит. Бодаются, ребят. Опа. О, дождался. Дождался. Ребят, смотрите, дождался. Сорога. Первая. Выход. Хорошая сорога. Такую домой даже не жалко порыбачить. Выдернул сопливого. Есть контакт. Отлично. Давай, брат. Ведерко. Вообще малыш какой-то. Блин, ветер поднялся такой неприятный. Ветер вообще такой неприятный. Но что там? Это поклевка, ребят, была. Точнее, она еще есть. О! Что-то такое прям серьезное. Ух ты! Вот это бык, ребята. Вот это бычара. Смотрите какой. Вот это же заводюга, а. Блин, и заглот. Но не сразу. Как окунь. Заглот берет. Немножко придется помучить. Ну, в целом достал. Стою просто. Сразу видно, что хорошая поклевка. Ладно, ребят, что, давайте перекусим. Взял я печенку свою. В этом сезоне приобрел. Что-то лежит, скучает. А забросил сегодня ее в рюкзачок, чтобы костер не палить. Я уже ее тестировал. Здесь у нас механизм. А здесь сама печка. Классная штука, ребят, мне понравилась. В таких походах вот ее брать. Ну, я имею в виду таких минимальных, чтобы костер не палить. Здесь ножки такие, две ручки, можно ставить. А здесь сама печь. Сейчас я соберу ее быстренько. Вот она, сама печь. Сейчас установим куда-нибудь здесь. И отлично. Так, ну вот камера сгорания. А здесь уже будем устанавливать котелочек. Сейчас мы ее куда-то
Установим так, чтобы у нас стояла она хорошо. Что-то может воткнуть. Вот так, ребята. Отлично. Так. Здесь у нас вентилятор. Почему турбопечь? Ну, из-за этого. Потому что идет турбо. Здесь у меня где-то батареечки были. Ставим батарейки. Включаем. Так. Все, вот, ребята. Подвешиваем вот здесь в такое отверстие. Все, печка у нас в рабочем состоянии. Я брал дров немножко, ребят. Ну, это щепочник, вообще можно на любом хламе, на шишках, на чем угодно. Я наколол там какую-то, доски какие-то были у меня немножко. Чуть-чуть кольнул так. Остатки там строились маленько. Сейчас накидаю вот так. И подпалим. Распалить можно чем угодно. Вот здесь у меня в рюкзаке всегда с собой моя горелочка. Сейчас все это махом. Вентилятор плюс дает кислород, и вообще все это махом делается. Я там бересту еще кинул. Такая штука, ребят, работает на одной батарейке даже, смотрите. Если, допустим, одна у вас не рабочая там или уставшая, местами можно поменять, и, короче, работает и на одной батарейке. Все. Пока рыбачу, водички кипячу. На этой реке вода посветлее, ребят. Намного почище, чем на большой. Ну, не на большой реке, а так просто выражаю, чтобы понятно было. Все. Печка работает. Котелочек ставим. Кружку, да что угодно. И все, махом. А так он можно, в принципе, даже из дома не брать. Вот таких сухих веток. Она прям на всем. Вентилятор работает, и печка работает прям на всем. Для походников, в принципе, ничего так. Это я уже как-то говорил, то что вот в горах, когда, допустим, в тундре, на болоте чай захотелось, термос закончился, а скипятить не на чем. Нашел какие-нибудь кусты вот такие сухие, распалил, и все, живем. Так, пока водичка закипает, продолжим рыбалочку нашу. Что-то у нас тут поклевало. Вот здесь вроде кто-то есть. Да, есть ёршик. Опа. Уже в заглоте, блин. Я говорю, глаз да глаз надо, ребят. Иначе прям все глотает, не успеваешь потом. Ух ты, фига. Кто там такой, ребят? Смотрите, сел. Окунь, что ли? Фига ж. Вводит, блин. Но засранец. Что значит большой червь? Большого червя поставил. Ну, я так и сказал, говорю. Если хочешь окунька, ставь большого червячка. А на ужин сегодня, ребят, будет у нас гречка с грибами, жареным луком. Я уже брал такую штуку. Прям отличная. Очень понравилось мне. 7 минут и все готово. Все.
заливаем кипяточком. Вот так вот. Так, ну гречку впустую уже не будем кушать, ребят. Тушеночку. Ребята приезжали. Серый, будешь смотреть. Брат, твоя тушенка, которую оставил. Кстати, хорошая, ребят, реально тушенка. Прям, ну, вопросов вообще нету. Тушенка просто от бога. Реально крутая тушенка. Сейчас немножко разогреем. И в гречку. Короче, у меня мяса будет больше, чем, наверное, гречи. Ложка имена, ребят. Андрей. О, шикарно, ребят. Все, греча заварилась у нас. Мы туда все это дело. Не будем стесняться. А вот, ребятки, вот такой у нас ужин сегодня будет. Греча с тушеночкой. Порция такая, дай бог. Без хлеба, я думал, вывезу. Ничего страшного. Ну-ка попробуем. Сам Бог велел. Шикарно. Быстро, главное быстро. Блин, клюет. Не дает кушать. Есть. Что-то такое. Прям бодается. Окунь опять. Опять акуширы, ребят. Окунек. Сейчас хоть подсек его. Хорошо. Да, вроде. Мотор идет. Ну его. Будем ужинать, ребят. Опа. Хорошо. На природе так вообще милое дело. На природе всегда вкусно. Ну вот и все, ребят. Покушал. Вот здесь можно, в принципе, кому-то оставить. С собой брал. Вторую вон спрячу здесь. Может кто-то чайку захочет пить. А я вам баночку положу. Потемнело, ребят, махом прям. Уже не видать ничего. Потихоньку надо сворачивать все свое дело. Что-то он поклевывает. Что-то он дергает. И тут, и тут. Но уже по последнему, наверное, ребята, буду сворачиваться. Уже темнеет. Сетку еще проверим. И на хода. Ну, что-то есть. Что-то, блин, прям хорошее. Опять, что ли, окунь. Ребята, это не окунь. Вы видали, какой? Просто монстрила. Смотрите, какой ёрш, ребят. Жесть. Вот это парень. Все, ребят, буду сворачивать. И напоследок кто-то здесь тоже, ребят, сел. Здесь у нас что, окунек. Окунь, короче, жирует. Неплохо так жирует. Ну что, в принципе, накидал, ребят, смотрите. Отлично.
Все. Рогатульки убираю. Сматываемся. Ладно, сходим, проверим быстренько и домой. Так, что, ребят, как думаете, что-то взлетело, нет? Вообще, чисто так, по интересу просто, самому интересно. Что-то залетело или нет? Вроде как будто ничего нету, ребят. Вот и сети, блин. Вот, ребят, вам и сети. Место уже второе, другое. Переставил специально. Вот вам и показатель. Не прет. Ни фигня. Да. Ладно, что, оставим ее. Пускай стоит до утра. За налимом пойдем. Снимем. Заедем. Может, за ночь еще попадется. А так вот. Все, ребят, выезжаю. Вот такая рыбалочка у меня была. Отлично провел время. В принципе, наловил. Единственное, осталось сохранить. И можно ехать за налимом.